Здравствуйте, мои дорогие любимые, с вами снова канал Элайф. И сегодня мы продолжаем наши циклы гадания, индивидуальные, такие вот как будто бы со мной личные психологические консультации с картами Таро и картами Ленорман и другими оракулами. Сегодня у нас интересная тема. Какие дороги перед вами открываются в жизни? Вот такую я решила тему сделать. У нас сегодня еще видео записано, тоже такое на природе. Но мне его придется перемонтировать немножко, там какие-то проблемы. А это видео я записываю, чтобы выпустить его прямо сегодня для вас. Вот какие дороги вам в жизни открываются. Я думаю, что вам должно понравиться, потому что это то, что нужно для вас сегодня. Что нужно вам узнать, да, о себе, что нужно понять о себе. Вот мы сейчас с вами погадаем. Представьте, что вы пришли со мной в лес, на место силы, на пикник. Вы моя подруга или мой друг. И я ваша подруга-гадалка. И решила вам погадать. Но я это уже тоже говорила в другом видео. Давайте, раз вы пришли ко мне на прием, да, то мы с вами снимем колоду 3 раза. Так, первый раз. Второй. И третий. И давайте посмотрим, а что там на дне. А тут у нас женщина. Карта женщина. Прекрасная карта. Она показывает вашу женскую энергию, женскую суть. Даже если вы мужчина, вы сейчас наполнены женской энергией. А это значит, что это энергия нежности, заботы и приятных таких чувств, да? А также умение договариваться, находить точки соприкосновения с другими людьми. Вот что важно сейчас в вашей жизни. Между прочим, когда вот так на дне колоды выпадает карта, она имеет значение всегда, и она говорит о том, что вот вы скоро встретите какую-то женщину, которая сыграет важную роль в вашей жизни, в вашей судьбе. Обращайте внимание на новые знакомства, обращайте внимание на общение, особенно с людьми старше вас, женщинами старше вас по возрасту. Хорошо, давайте посмотрим, в какой сейчас карте вы живете. Мой собеседник или собеседница. Чаще всего собеседница, да? Так, вы живете в карте ребенок. Ребенок замечательная карта, первооткрыватель, да? Человек, который смотрит на этот мир с радостью и любовью. Человек, который готов с приключением. И заметьте, вот прямо сейчас начала церковь колокола бить, когда вы это услышали. Интересно, да? Вот карта ребенок, она всегда показывает концентрацию на детях. Она говорит о том, что, может быть, вы сейчас общаетесь с вашим ребенком или хотите ребенка завести, или у вас в душе есть какой-то новый проект, который вы, можно сказать, вынашиваете, да? Идею какую-то вынашиваете для того, чтобы воплотить ее в жизнь. Может быть, она еще у вас не родилась, но вы ее чувствуете. Идея очень яркая, креативная, продуктивная, интересная. И именно с этой идеей вам и нужно в жизни сейчас работать. То есть родить ее и начать осуществлять. Это очень важно. Ребенок, между прочим, такая карта готовности к лучшему, приключений и взгляд на жизнь детскими глазами. А это значит, что вы можете быть счастливым человеком. Я считаю, это замечательно, правда? Хорошо, давайте посмотрим, какие пути, дороги вам открываются в жизни. Здесь у нас вышла карта «Медведь». Вы знаете, медведь – это такая карта, она показывает всегда защитника. Она показывает человека, на которого в жизни можно опереться. Она показывает человека очень основательного и властного. Это может быть связь у женщины с мужчиной, но он будет играть в ее жизни такую основную роль поддержки. И, может быть, это богатый человек или человек, у которого есть и богатство, и власть в руках. Тот, который может действительно поддержать. Более того, если это ваше собственное жизненное положение, то это очень прочное положение. Но медведь, он как тотем является именно материнским символом, символом вот такой вот защиты клана. Вот и это дух медведя, да, он к вам пришел, он хочет благословить вас на то, чтобы вы в жизни были именно защищены, чтобы у вас все получалось, но самое главное, чтобы вы были постоянно с высшими силами на одной волне, так скажем. Вот, очень хорошая такая карта, очень мне она нравится, потому что она всегда дает очень много энергии. Вот вы как будто бы будете
насыщены этой энергией, да, энергией силы, энергии власти, что ли, обладания властью, понимаете? И вот у вас дорога-то открывается либо к человеку, да, который вас будет поддерживать, либо к тому, чтобы занять очень высокий, в жизни пост, что ли, или высокое социальное положение, может быть более богатым человеком, чем сейчас. Хорошо, давайте посмотрим, что будет происходить с вашей личной жизнью в скором времени, какие дороги там открываются. Вышла карта тучи, облака. Она показывает всегда, что любые мелкие проблемы в личной жизни, они на самом деле развеиваются, рассеиваются, но вы никогда об этом не подозреваете, когда в них находитесь и живете. То есть, получается, открывается путь, дорога к тому, чтобы вот эти проблемы рассеять, развеять в вашей жизни и сделать так, чтобы они вас больше не беспокоили. Скорее всего, скоро выйдет солнце, да, солнце на небо вашей личной жизни, и эти тучи-то все рассеются. Это были мелкие проблемы, а вы воображали их именно крупными. Давайте здесь добавим карту. Мы здесь видим карту, видите, аист, который говорит о том, что ваше семейное положение, ваша личная жизнь будут на высшем уровне, будут очень хорошие, светлые, замечательные. И у вас, наоборот, наладится личная жизнь, а еще с любимым человеком вы можете свить гнездышко, вы можете даже куда-то вместе переехать или обустраивать ваше жилище. Аист наиболее семейная карта из колоды, поэтому у вас обязательно будет счастливая семья и все будет хорошо. Вот такие именно двери открываются у вас в личной жизни. Давайте посмотрим, что по деньгам открывается у вас. Давайте сейчас узнаем, будете ли вы богаты, да, все-таки. Как по медведю-то выпало. Вышла карта башня. Башня в колоде Ленорман — это не как башня в колоде Таро, это совершенно две разные карты. Так вот, башня в Ленорман показывает основательность. Она показывает работу в каком-то очень хорошем, не знаю, учреждении, да, или крепкую фирму, может быть, крепкое, высокое положение в обществе, рабочее место и, естественно, процветание. Она всегда говорит о стабильном доходе, поэтому медведь был абсолютно прав. В жизни вы обретаете власть или человека, который очень хорошо, зарабатывает, что ли, и который будет либо вас обеспечивать, либо вы сами себя обеспечите, вот имея вот такую силу башни, да, ее крепость, может быть, ее устойчивость. Хорошо, давайте посмотрим, какой у вас будет энергопотенциал, какие дороги открываются по вашей энергетике. Лилии. Замечательная карта. Она, знаете, она такая старинная карта. Она всегда показывает влияние прошлого и влияние мужчины. Вот как будто бы какой-то мужчина из прошлого обеспечит вам хорошее состояние энергетическое. Может быть, вам нужно какой-то гештальт закрыть с мужчиной из прошлого. Вы знаете, бывает такое, что ты теряешь энергию на воспоминания, на том, что ты не можешь справиться с тем, что было в прошлом, какие-то психологические травмы. И тебе нужно с этим справиться, это проработать, это закрыть. И вот высвобождается целый столб энергии, который идет тебе на пользу. Ты наконец-то можешь этой энергией распоряжаться, ты можешь творить с помощью нее, ты можешь богатеть с помощью нее, строить личные отношения, быть здоровым человеком. Лилии, кстати, карта, которая показывает мужскую энергию, такую очень целеустремленную и в то же время крепкую. Вот опять же, да, она часто показывает богатство, процветание. А это значит, что и ваша энергетика будет процветать. Но при этом, опять же, да, вот я говорю, что нужно именно что-то с прошлым закрыть, с каким-то прошлым мужчиной что-то закрыть. Даже если вы мужчина, вас мог травмировать друг или отец там в прошлом, да, обидеть чем-то. Вам нужно это проработать. И как только вы это закрываете, все, у вас совершенно идет жизнь по-другому, иначе, да. Хорошо, давайте итоговую карту достанем. Итоговую карту. Ух ты! Видите, какая карта у вас? Гадалка. Эта карта, она показывает, что у вас есть какие-то способности, и более того, вам нужно обращаться за консультациями, может мои консультации смотреть, может быть кому-то обращаться за консультациями, это будет вам помогать прорабатывать те блоки, которые вам мешают развиваться в жизни. Но также, может быть, и вы должны чем-то таким интересным заниматься, может у вас есть дар, одаренность какая-то, экстрасенсорные способности, дар по роду. Задумайтесь над этим, ведь гадалка просто так не падает. У вас все равно что-то такое есть, значит, интерес какой-то, может быть, эзотерический. И вам нужно, значит, этот интерес в себе поддерживать, правильно?
По итогу стоит гадалка именно потому, что значит эта область, это магическая, да, такая вот необычная область в вашей жизни, она дает вам развитие, дает открытие дорог и путей. И может быть, если вы пользуетесь, да, там, допустим, тем, чтобы что-то прорабатывать, там, допустим, какими-то консультациями, вам это и поможет развиваться полностью и проработать все ваши проблемы, избавиться от них. Ну, вот такой вот у нас сегодня получился небольшой такой вот маленький раскладик, консультация на природе. Надеюсь, что она вам понравилась. Всем спасибо за внимание. Обязательно подписывайтесь на все мои каналы и пишите свое мнение. Всем пока и до новых встреч!